7 марта средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,91 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,61 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,9140 до 10,94 сомони, 1 евро от 11,60 до 11,75 сомони, 1 российский рубль от 0,1445 до 0,1475 сомони. Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут. Инвесторы продолжают ожидать выступления главы ФРС США, которые могут содержать подсказки по монетарной политике и повлиять на перспективы экономики и спроса. Цена на нефть марки Brent составила $86.43 за баррель, марки ВТИ $80.67 за баррель. Цена на золото во вторник утром почти не меняется, оставаясь у отметки в $1853 за тройскую унцию. Рынки ожидают выступления главы ФРС США, которые могут повлиять на курс доллара. Таджикистан подписал соглашение с Казахстаном о поставке лука. Соответствующее соглашение было подписано в рамках визита казахстанской делегации во главе с первым вице-министром торговли и интеграции Арманом Шаккалиевым в республику. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза страны. 3 марта текущего года состоялась встреча заместителя министра сельского хозяйства Таджикистана Нигины Анвари с первым замом министра торговли и интеграции Казахстана Арманом Шаккалиевым. Стороны выразили мнение о дальнейшем сотрудничестве в области сельского хозяйства. Было отмечено, что в аграрном секторе Таджикистана имеется много возможностей. Есть благоприятные условия для выращивания экологических чистых культур, а также раннего и повторного сева, строительство интенсивных садов, создание животноводческих и птицеводческих ферм. Стороны выразили желание заключить взаимное соглашение об экспорте пшеницы и муки из Республики Казахстан и поставке ранних овощей, в том числе лука, из Республики Таджикистан. Стоит отметить, что в этом году в Казахстане резко выросли цены на лук на 22% до 400 тенге, а это 10 сомони по сегодняшнему курсу. Но согласно статистике, в Таджикистане они тоже выросли. В январе цена на репчатый лук выросла на 31,6%. В Таджикистане доходная часть государственного бюджета по итогам первого месяца этого года выполнена с профицитом. Об этом сообщает Министерство финансов республики. Так, общий объем госбюджета за январь 2023 года составил свыше 3,2 миллиардов сомони. Таким образом, этот показатель на 7,7% больше от уточненного плана. По данным Минфина, доходная часть госбюджета прошлого года обеспечена с профицитом на 3,8% и составила более 36,3 миллиардов сомони. Прогнозируемый государственный бюджет за счет налоговых поступлений составил 21,8 миллиарда сомони, а неналоговые поступления составили 2,4 миллиарда сомони. Расходы госбюджета за прошлый год составил 34,7 миллиардов сомони. В частности, на оплату заработной платы бюджетных организаций было направлено 7,2 миллиарда сомони и пенсии 3,3 миллиарда сомони. Амнистия депортированных ранее трудовых мигрантов за мелкие нарушения поможет решить кадровые проблемы в сфере строительства и ЖКХ, считает зампред Комитета Госдумы Российской Федерации по экономической политике Артем Кирьянов, пишет Интерфакс. Он подчеркнул, что сегодняшняя структура рынка труда дает сбой как в сфере строительства, так и в частности поддержания инфраструктуры системы ЖКХ. Поэтому, если у людей есть желание приехать и работать на тех условиях, которые сегодня предлагаются в России, то мы уж точно не должны этому сопротивляться, отметил Кирьянов. Также о рассмотрении этого вопроса говорил в интервью Интерфаксу депутат Госдумы Российской Федерации Владимир Рейсин. Минстрой и правительство мониторят ситуацию и готовы вводить дополнительные меры, а если потребуется, например, рассматривается возможность объявить амнистию трудовым мигрантам, которых в свое время выслали за нарушение миграционного режима, сказал Рейсин.
Ранее о необходимости амнистии депортированных из Российской Федерации иностранных строителей отмечал и президент Ноустрой Антон Глушков. По его словам, количество мигрантов, депортированных за нарушение миграционного законодательства, достаточно велико. Только на примере Таджикистана их около полумиллиона человек, пояснил глава Ноустрой. В 2022 году в России трудилось около 6,5 миллионов строителей, а в 2030 году, с учетом цели развития стройотрасли, их количество должно увеличиться до 8 миллионов, подчеркнул Глушков. При этом только 40% выпускников российских строительных учебных заведений остаются работать по профессии, отметил он.